Уйгурский Турфан хранил свои тайны 1000 лет. В песках Такламакан сохранились руины древнего уйгурского христианского монастыря VIII века. Многие уйгуры приняли христианство на 300 лет раньше, чем Древняя Русь. Уйгурский живописец уже долгое время трудился в пещерах Безыклик, уйгурского храмового комплекса 1000 Буд. На закате он нанес последний мазок для этой фрески в буддийском храме. Завтра начнется строительство другого, христианского несторианского монастыря. В сердце художника таилось особое желание. Буддизм запрещает вино, и он сдерживался много дней. Но завтра он устроит винный погреб в том несторианском христианском монастыре. Уйгурский каганат поддерживал сразу 3 религии – буддизм, манихейство и несторианство, не забывая традиции Тенгри. Археологические открытия тысячелетий спустя, выявившие сходство в технике росписи между буддийскими пещерами Безыклик и руинами несторианского монастыря Сапан, показывают, что уйгуры строили и расписывали все монастыри вдоль Шелкового пути, создавая культурные оазисы посреди пустыни. Христианская вера, несторианство, сформировавшееся в Сирии в первой половине V века, построила в уйгурском каганате множество монастырей. Основателем несторианства стал патриарх Константинополя Несторий и называл Деву Марию матерью Христа Сына Божьего, а не матерью Бога. За это его лишили сана, объявили еретиком и сослали в Египет. Практически с момента основания прогрессивное несторианство стало считаться ересью клириками основных течений христианства. Собравшихся на Эфесском соборе в 431 году, последователи Нестория объявили еретиками и изгнали. Уйгурский каганат с великодушием принял их. Уйгуры, принявшие несторианство еще в VIII веке, строили монастыри, переводили священное писание и дали миру знаменитых христиан митрополита Китая Раббан Сарама и патриарха Марта Ебалаха. В китайском языке иероглиф «цзин» изначально означает «солнечный свет». После века гонений на родине, несторианство расцвело в уйгурском каганате. Миссионеры тщательно выбирали новые родины, и их намерения были глубокие. В 781 году несториане установили знаменитую сианскую стелу. На сианской стеле описано распространение несторианства в уйгурском каганате в эпоху династии Тан. Уйгуры-несториане создали Церковь Востока, самую интеллектуальную ветвь христианства Средневековья. Ее патриархом и стал уйгур Марта Ебалаха III. Несторианство постепенно укоренилось и распространилось в уйгурском каганате и далее, в Китае. Вплоть до конца династии Цин в 20 веке в долине реки или в Синьцзяне все еще было сотни уйгуров-христиан-несториан. Найденный несторианский монастырь состоял из 3 зданий, ориентированных с востока на запад. По структуре он обладал всеми чертами несторианских монастырей уйгурского каганата. Так развивалась древняя уйгурская культура и цивилизация, создавшая яркие сокровища мирового значения. Фрагменты документов, фресок, керамики, изделия из дерева, меди, железа, ткани позволили руинам несторианского уйгурского монастыря Сапан войти в историю. Среди найденных более 800 документов на древнесирийском, уйгурском, китайском и других языках. Именно здесь было обнаружено самое раннее произведение Аристотеля, дошедшее из Древней Греции до уйгуров по Великому Шелковому пути. Это его философский труд «Категории», а также литургические тексты на сирийском и уйгурском языке. В мире сохранилось лишь 5 манускриптов трудов Аристотеля. Сохранились даже рецепты лекарств от выпадения волос и для их чернения. И даже ученические прописи, школьные тетради IX века.
В бурном XIX веке руина Уйгурского несторианского монастыря Сапан неоднократно разграблялась европейскими и русскими охотниками за древностью. И тот самый философский труд Аристотеля был вывезен с уйгурской земли. Многие артефакты из Турфана сегодня находятся в Берлине, Лондоне и Санкт-Петербурге. После этих бедствий монастырь погрузился в забвение. Прошло более 100 лет, и в 23 году руины несторианского монастыря Сапан в Турфане были изучены. Ведущие уйгурские, китайские и международные специалисты по уйгуроведению вошли в состав археологической экспедиции. Системные археологические раскопки велись учеными из Синьцзянского института археологии и древних реликвий, Академии Турфана и Университета Сунь-Яцена. Специалисты по уйгуроведению из Университета Кембриджа и японского Синитамута. 13 столетий назад уйгурский каганат приютил несторианских монахов. Сделал монахейство государственной религией своей империи, одновременно поддерживая несторианство и буддизм. И спустя более 1000 лет мы можем воочию увидеть все величие древней уйгурской цивилизации.